Всех приветствую! Продолжаем изучать программу Affinity Designer. На прошлом уроке мы изучили некоторые новые инструменты. Сейчас повторим. Первый инструмент, который мы изучили, был инструмент карандаш. Он позволяет рисовать произвольные линии и впоследствии их изменять. Вот так. Следующий инструмент — это векторная кисть. Она делает в целом то же самое, что и карандаш, но только она скругляет углы. Вот можно заметить, что когда мы рисуем, там есть такие неровности, но они автоматически сглаживаются. Вот. Также это все тоже можно изменять. Следующий инструмент называется перо. С помощью него мы можем создавать ровные дуги, ну и впоследствии объекты. То есть выбираем первую точку, вторую точку, и потянув за шарик, можно вот так вот создавать дугу. Также продолжать ее. Таким вот образом. Также ко всем этим инструментам применяются такие вещи, как заливка. Например, вот здесь можно заметить, что у нас нет заливки, то есть это просто линия, но если мы выберем какой-нибудь цвет, то наш объект станет заливкой. И также он будет деформироваться, если мы будем что-то изменять, если будем изменять какие-то точки. Также можем совсем убрать вот эту нашу линию, которую мы нарисовали. Выбираем вот здесь вот эту линию, или сделаем ее тоньше и толще, или вообще уберем ее. Вот. И сейчас перейдем к новым инструментам. И первый инструмент, который мы изучим, это инструмент заливка. Для того, чтобы его использовать, нужно выделить нужный нам объект, нажать на заливку и потянуть шарик. Как видим, здесь появляется некий переход от светлого к темному. Это называется градиент. Также мы можем регулировать его. Регулировать, насыщенность стороны. Светлая или темная. Поставим посередине. Также можно изменять цвет градиента, нажав вот сюда. Здесь также можно поменять насыщенность. Допустим, выбираем цвет. Выбираем какой-нибудь бирюзовый. И вот здесь, например, фиолетовый. Также можем добавлять новые цвета, просто щелкнув на вот эту вот линию. И здесь, допустим, поставим какой-нибудь оранжевый. Вот, и также можем регулировать насыщенность. Таким способом получая интересную текстуру. Также существует тип заливки. Первая — это линейная, существует сплошная, то есть это просто цвет любой. Есть линейная, которую мы только что рассмотрели. То есть давайте поменяем, чтобы было более наглядно. Вот, например, так. Эллиптическая. Это у нас будет в виде эллипса такой градиент. Можно вот изменять. Также радиальный. Это просто круг. И конический, то есть в виде конуса. Вот, например. Следующий инструмент называется прозрачность. Чтобы им воспользоваться, нужно опять же выделить нужный нам объект и нажать на прозрачность и потянуть за линию, за точку. Вот. Можно заметить, что прозрачность очень схожа с той же заливкой, но с одной лишь разницей в том, что здесь у нас
появляется не цвет именно белый, а именно прозрачность. То есть мы можем как бы наложить наш объект на другой, и прозрачность сохраняется. Вот. Следующий инструмент называется «Разместить изображение». Все, что он делает, это размещает изображение из, выбранное вами изображение из папки. То есть, допустим, выберем, вот это изображение, это логотип программы, откроем его и разместим, например, вот сюда. Вот, у нас появился логотип нашей программы, то есть это изображение. Следующий инструмент называется кадрирование векторного объекта. Чтобы его использовать, мы выбираем наш инструмент и кликаем по нужному объекту. Можно заметить, что здесь появляются такие, скажем, линии по контуру, за которые можно потянуть. Допустим, если мы потянем, то наше изображение обрезается. Вот. И если мы его выделим, то можем заметить, что мы можем изменять как вот этот наш объект, то есть обрезанный, так и изменяется его изначальная форма. То есть вот этот контур, это есть изначальный размер изображения, то есть который был до того, как мы его обрезали. То есть он всегда присутствует здесь, но мы можем его как бы скрывать. Вот. Ну и последний на сегодня инструмент называется инструмент художественный текст. Это просто текст. То есть мы можем выбрать место в нашем холсте и что-нибудь написать. Также мы можем изменить размер шрифта, тип шрифта, сделать его жирным, наклонным, подчеркнутым и поменять цвет. На этом все. Всем спасибо за просмотр.